Злем пущачкає, сокуто дадликто, стули седле вуемес. Сокуто дадликто, стули седле вуемес. Чуш жужжало, зіталемас щачкає, сокуто дадликто, сторонами потонет. Сокуто дадликто, сторонами потонет. Щет вуйло, щет лемет. Сокуто дадликто, сгуже медленне вуемес. Сокуто дадликто, сгуже медленне вуемес. Удмурты говорят на языке пермской группы финно-угорских языков и населяют сегодня не только Удмуртскую АССР, но небольшими группами живут и на территории Татарской, Марийской и Башкирской автономных республик, в Кировской и Пермской областях, на Дальнем Востоке и в Сибири. Термин «удмурты» – само название народа. Арами удмуртов называют иногда их тюркоязычные соседи. Многие ученые пришли к выводу, что удмурты, наряду с марийцами и коми-пермяками, населяют земли, являвшиеся некогда колыбелью, прародиной всех финно-угорских народов. В удмуртском языке насчитывается несколько сот общих финно-угорских слов. Например, удмуртское название дерева – пу, эстонское – пуу. По-удмуртски снег – лымы, по-эстонски – люми. По-удмуртски глаз называется син, по-эстонски – сильм и так далее. Удмурты жили деревнями. До 17-18 веков их селения были сравнительно небольшие, кучевого типа, которые постепенно стали заменяться уличной планировкой. Деревни, по-удмуртски гурт, строились обычно у водоемов, на побережье рек, озер или у родников. И деревни, и усадьбы огораживали изгородью, либо из горизонтально лежащих жердей, либо плетенных из фороста. Но была известна и другая техника для возведения изгородей. В начале нашего века избу, корка, ставили фасадом на улицу. Против нее располагался обычно амбар, кенос, соединенный с избой, высокой оградой и воротами. Во дворе, гитквась, против ворот стояли хлева, гит, коргит. Четырехугольный двор, ограниченный постройками и изгородью, был довольно обширным. Хлевов ставили несколько. Отдельно для мелкого скота, свиньи, овцы, и отдельно для крупного рогатого скота, а также конюшню для лошадей. Над хлевами располагались сенники, где хранили сено и солому. Кроме хлевов, двор окружали различные повети или навесы, под которыми хранились дрова, сельскохозяйственные орудия и хозяйственная утварь. Перед хлевом устраивали загон для скота. Особое внимание уделялось внешнему виду ворот, для которых подыскивали в лесу деревья особой причудливой формы. Усадьба, кроме избы, клети и хлева, включала также баню, мунчо и летнюю кухню, куала, обязательную постройку в каждой семье. Итак, на рубеже веков удмуртские дворы делились на грязный скотный и простирающийся перед избой чистый. В чистый двор скот не заходил, так как эта часть двора была замкнута изгородью. В
Воду скоту носили из ближайшего водоема, но иногда колодец мог быть и на скотном дворе. Нередко коров и лошадей на водопой пригоняли к реке. Корм скоту задавали по большей части в больших колодах, выдолбленных из толстого бревна. Овцам и крупному рогатому скоту корм закладывали в ясли. В начале нашего столетия в каждой усадьбе стояла клеть, кенос, иногда двухкамерная, одна для хранения одежды и летнего спания, вторая для хранения зерна и других продуктов, юкенос. Клетей было столько, сколько было снох в семье. Клети строили либо под одной крышей с избой, либо отдельно. В клете, где хранили одежду, стоял сундук, привезенный невестой в день свадьбы. По стенкам и на подпотолочных жердях висели разноцветные покрывала, ковры. С весны и до осенних холодов члены семьи спали в тех кеносах. Местом для спания служили нары. Летом над ними натягивали полотняный полог, ын, чтобы защититься от мух и комаров. Рядом, в другой половине клети, хранились сельскохозяйственные продукты. Здесь стояли различные долбленные из дерева сосуды, были устроены закрома для зерна и муки. Крупорушка устанавливалась либо в клете, либо в сенях избы. Ею пользовались для получения крупы. Вообще же зерно мололи на водяных или ветряных мельницах. Нередко на усадьбах были двухэтажные клети. Помещение наверху служило для хранения одежды, а нижнее – для сельскохозяйственных продуктов. Двухэтажные клети обычно соединялись с избой единой крышей. Старинной надворной постройкой удмуртов является летняя кухня – куала. Постройка, бывшая в древности обязательной у всех финно-угорских народов. Куалу ставили обычно в глубине двора. На рубеже веков куа или куалу использовали как летнюю кухню и как культовое помещение. Здесь хранилась главная святыня рода и семьи – воршут. В заднем от двери углу куалы устраивалась полка – мудор, на которой стояла посуда для жертвоприношений и воршудный короб духа покровителя семьи. Вдоль стен стояли длинные лавки, дзюс. В углу, близ двери, стол, джек, за которым ели. Несмотря на то, что в этот период в хозяйстве удмуртов появилась уже металлическая посуда, в куале пищу подавали только в деревянной или глиняной посуде. Так же, как у многих финно-угорских народов, древней постройкой у удмуртов является баня – мунчо. Баню ставили, как правило, подальше от избы с целью предохранения от пожара и поближе к водоему. Бани – срубные постройки без предбанника. Его заменяли открытой дощатой загородкой или стенкой, плетеной из хвороста и обмазанной глиной. В ближайшем от двери углу помещалась печь-каменка – гур. За каменкой тянулся полог, где парились. У противоположной стенки стояли длинные низкие лавки. Баню топили женщины. Вначале мылись мужчины, а затем женщины и маленькие дети. Изба, корка, с ее традиционной строительной техникой уходит в далекое прошлое, по меньшей мере в первые тысячелетия нашей эры. Жилище имело два помещения
жилое, коркапуш, и сени, коркась. Направо или налево от двери у стены помещалась глинобитная печь, гур, на деревянном основании. Около двери находилась большая лавка, баджемджос, на которой обычно спали молодые. Это повсеместно распространенное явление у финно-угорских народов, живущих на севере Восточной Европы. По диагонали от печи в так называемом священном углу Терсерек стоял обеденный стол, джок. Четко было обозначено место хозяина во главе стола. Он сидел на стуле, пукон. Другие члены семьи сидели по обе стороны стола на лавках. Древней и традиционной частью жилища удмуртов, так же, как и у других финно-угорских народов северной части Восточной Европы, является подполье, выжул, мурджол. Дверца в подполье вела из избы и со двора. Жилище большей частью связывали единой крышей с двухэтажным амбаром, а иногда и с хлевом. Часто встречалась такая планировка, при которой единая крыша объединяла избу, сени, клеть и хлев. Избу рубили не на усадьбе, а вдали от нее. Ставили сруб без фундамента, на 4 толстых обрубках. Оконные проемы прорубали позже, когда сруб был перевезен на усадьбу. Тогда же обтесывали топором внутреннюю сторону бревен. Сруб мшили, между каждым рядом бревен клали сухой мох, иногда паклю. Жилище удмуртов было простым, практичным, отлично приспособленным к местным климатическим условиям. Детали избы редко имели украшения. Исключения составляли наличники окон и дверные проемы, обработанные ажурной или долбленной глухой резьбой. Украшению ворот, в первую очередь воротным столбам, придавалось большое значение. Излюбленным мотивом резьбы была солярная или солнечная розетка. Впрочем, использовались и другие фигуры орнамента. Удмурты – древние земледельцы. Отлично зная природные условия, умело используя севооборот, они получали со своих полей сравнительно хорошие урожаи. Неразлучным помощником земледельца была лошадь. Землю пахали как старинными двухлемешными сохами, пугеры с 2 ральниками и отвалом, так и новым плугом с железным отвалом. Известно удмуртам было и старинное пахотное орудие сабан. Старинная саха не имеет каких-либо существенных различий от того типа сох, которыми пользовались прибалтийско-финские народы. Лишь рассоха ее была более массивной и с более крутым изгибом. Для лучшего отваливания земли при пахоте использовали полицу. Наиболее распространенной зерновой культурой была рожь, джек. Кроме нее сеяли овес, ячмень, пшеницу, горох, полбу и коноплю. Древней традицией можно считать выращивание репы на подсечных делянках. Это было поле, разделанное из-под леса. Поле под рожь пахали дважды. В первый раз около Иванова дня, а затем двоили в первой половине августа перед посевом. Боронили рамной бороной, усы,
с деревянными или железными зубьями. Подсеку после легкой вспашки боронили суковаткой или плетеной бороной. Сеяли вручную из лубяного лукошка, кидзён куды. Сеял обычно старший из мужчин, умеющий равномерно разбрасывать семена по пашне. Закрывали семена землей с помощью бороны. Уборка зерновых начиналась в конце июля или в начале августа, что зависело от погодных условий и созревания хлебов. Это был самый ответственный и трудоемкий период в крестьянской жизни. В закрома должен был попасть весь урожай до единого зернышка. Чтобы обеспечить удачу в предстоящей уборке и принести благодарность за созревший хлеб, не начинали жатву без краткого моления, куяськон. Жали обычно своей семьей, но на помощь могли прийти и родственники, и соседи. Глава семьи приносил жертву духу-хранителю земли Му-Глчин, ломоть ритуального хлеба и яйцо. В благодарность ему проливал на землю немного взятой с собой водки-кумышки. Эти же ритуальные действия проделывали и другие участники жатвы. Часть принесенной еды и питья уделяли духу-покровителю, остальное съедали сами. После того, как ритуал был окончен, начинали жатву. Старшая из женщин показывала направление, в каком пойдет ряд жниц, и начинала жать. За ней шли остальные. Жали серпом с зазубренным краем, сюрло. Вязали снопы и складывали их в бабки, суслон. В случае непогоды снопы в суслонах могли сохнуть несколько дней. Снопы складывали в суслоны обычно к вечеру. Сверху их прикрывали перевернутым снопом. После того, как хлеб просох, снопы везли на край поля и укладывали стогом, кабан. В стогу хлеб мог стоять долго, иногда даже по 2-3 года. Для предохранения от грызунов и дождевых вод под скирду ставили лёсь, поставка из тонких жердей и хвои. На жнитво уходили на целый день, поэтому брали с собой еду и питье, как правило, хлеб, нянь, яйца, курекпус, масло, вой, толокно, джожон и квас, сюкась. На поле забирали и маленьких детей. Их везли туда в маленьких двухколесных тележках. На дворе усадьбы перед единым днем, 20 июля, по старому стилю, обмолачивали часть ржи, чтобы испечь хлеб на вину. С поля снопы привозили в телегах, в каждую укладывали до 100 снопов.
Прежде чем приступить к молотьбе, на чистом дворе расстилали специальную холстину – на которую и раскладывали снопы колосьями внутрь. Молотили цепами и мужчины, и женщины, но обязательно попарно. Основную часть хлеба молотили осенью. Снопы сушили в ригах и нередко молотили в гумне, не имеющего крыши, или на утрамбованной площадке близ риги. Цеп, кутес, имел то же самое устройство, как и цепа других земледельческих финно-угорских народов. Он состоял из ручки и била, соединенных ремешком. После того, как снопы были по первому разу обмолочены, разрезали перевясло, пояс снопа и снова шли с цепами. Затем снопы переворачивали, и обмолот шел до тех пор, пока все зерна не были вымолочены из колосьев. При молотьбе пользовались и другими приспособлениями, такими как грабли и лопата-веялка. При веянии лопатой тяжелые зерна отлетали дальше ворохом, легкие зерна падали ближе. Так при веянии одновременно происходила сортировка зерна. Удмурты были искусными животноводами. Число скота в хозяйстве зависело от величины семьи и ее благосостояния. В хозяйствах насчитывалось от 1 до 10 дойных коров, лошадей, свиней и овец. Удмурты особенно много разводили домашней птицы – гусей, уток, кур. За ними, как правило, следили дети и пожилые члены семьи. Пас стада деревенский пастух за плату, собираемую со всей деревни. Кроме того, в помощь пастуху от каждой семьи по очереди выделялся человек. Коров выгоняли на пастбище ранним утром прямо из хлевов или специально огороженного места, куда сгоняли скот со всей деревни. Обязательными для пастуха были пастуший рожок и длинный кнут. Удмурты издавна были известны как искусные пчеловоды. У них особенно долго практиковалось лесное пчеловодство, вплоть до начала XX века. Хозяин, имевший пчелиную семью в дупле дерева, по мере надобности заботился о ней, а осенью забирал мед. Если рой вылетал, то для его поимки поступали так. На вершину высокой елки ставили ловушку, изготовленную из елового обрубка или еловой коры. Ловушку поднимали вверх с помощью веревки и прикрепляли к дереву. Когда рой залетал внутрь, ловушку с находящимся в ней роем снимали. На рубеже веков пчел большей частью все же держали в выдолбленных колодах-лежаках. Выдалбливали колоды обычные ствола сосны, высота их достигала 1,5 метра.
Стояли колоды в саду при доме, однако гораздо чаще их держали в лесу. В зажиточных семьях было до 100 и более ульев. Постепенно распространились и рамочные ульи. Пчельник нередко располагался поодаль от деревни, на лесной опушке, где ставили специальную постройку для хранения инвентаря с полуподвальным помещением, омшанником, в котором пчелы зимовали. Урожай меда зависел в первую очередь от погоды, но, как правило, здесь он был высоким. Нормой считалось снять с каждой семьи 2 пуда меда, 32 килограмма. Случались и более урожайные годы. Липовый удмуртский мед высоко ценился на ярмарках. При осмотре пчелиной семьи или при выемке меда пчеловод был одет в чистую холщовую одежду белого цвета. Реки в Удмуртии были богаты рыбой. Жители ловили в них щук, окуней, лещей и другие виды рыб. Для добычи существовало несколько орудий лова: удочки, бредни, мережи и другие. Мережи, ими ловили весной в половодье, плели из прутьев. Реку перегораживали заколом, в оставленные отверстия вставляли мережи, и рыба в поисках выхода попадала в ловушку. Пользовались удмурты и одним из древнейших орудий лова у всех финно-угорских народов, который назывался у них сак. Он выглядел как большой сачок. На треугольную раму прикреплялся сетевой мешок, а ручкой служила длинная палка. Саком ловили рыбу весной, а также осенью, когда стаи рыб стремились укрыться в омут на зимовку. В мае шла ловля всех видов рыбы с помощью витиля, ловушки типа невода. Большого умения достигли удмурты в выращивании конопли и льна. Сеяли лен обычно на старопахотных землях, но иногда и на подсечных делянках, на новинах. Дергать лен начинали в конце августа, занимались этим женщины. После обмолота головок льна снопы на 3-4 недели мочили на лугах. Тугане кошки стуж дереки йоке, шуле мама келети стуж жердет кайгу, шуле мама келети стуж жердет кайгу. Кычымыны сакинилы верало, люкиш конышек яратон туганле, люкиш конышек яратон туганле. Гурежес туби, чурес эскеляй, березыш изно, бырца погырай. Березыш изно, бырца погырай. Лескымынысал, мон еромысал, кылымы. После мочки лен хорошо просушивали в бане и сразу начинали мять. Работа на льном мялке, еттин-сестон, а также все последующие способы обработки льна составляли самую трудоемкую женскую работу. Для того, чтобы отделить волокно от кострики, женщина, держа пучок льна в левой руке,
быстро рубила его билом льнямялки правой рукой. Следующей работой со льном было трепание. Из каждой пясти льна следовало вытряхнуть остатки костры и мелкие грубые частицы волокна. Для этого пользовались трепалом. Для получения чистого шелковистого волокна лен вычесывали гребнем или щеткой, вначале более редкой, а под конец частой. Вычищенную кудель аккуратно свертывали в пасмы. Осенью, при окончании всех полевых работ, девушки и женщины собирались на посиделки, прясть нитки. Приходили с прядениями в ту семью, где ожидалась свадьба, чтобы помочь невесте наполнить ее свадебный короб. Пряли с помощью веретена, но известна была удмуртам и самопрялка-стояк, черсон-машина. Для того, чтобы льняную пряжу как следует отбелить, спряденные нитки закладывали в большие котлы и кипятили с золой, после чего прополаскивали холодной речной водой. Заготавливая нитки к снованию, сматывали их на мотовила, джоктон-пут, а с мотовила на вьюшки, турбича. В том случае, если готовили для ткани разноцветные нитки, для каждого цвета брали отдельную вьюшку. Очень архаичный, как и вообще все приспособления для ткани, был способ снования основы для ткацкого станка на стене. Отсюда и название длины вытканного холста – борт, стена. На льняное полотно требовалось 10 пасм, достигающих в ширину до 50 сантиметров. После того, как нужное число ниток для основы, соответственно ширине полотна, было намотано, нитки снимали со стены и заплетали в косу. Эту работу выполняли обычно вдвоем. Нет точных данных о времени появления у удмуртов ткацкого стана. Еще и в начале XX века здесь, в некоторых семьях, ткали на архаичном стане простейшего типа без рамы, состоящего из боковых стоек, связанных между собой скамейкой. Навоя здесь не было, и его основа, заплетенная в косу, прикреплялась в колу или стойке. Этот несложный стан занимал мало места в избе, но его постепенно вытеснил более сложный русский станок – кросна.
Şule mama kereti stur cirdet kaygum. Şule mama kereti stur cirdet kaygum. Kıçımını sakinli veralım. Lukiş konuşe kıçara tonu tuganale. Lukiş konuşe kıçara tonu tuganale. Gure gestubi Şures eskelay Березыши знобыца пограй. Ткали женщины ранней весной. Девочки рано начинали учиться от матерей технике ткачества, а став взрослыми, передавали это искусство своим детям. Удмуртам были известны самые разнообразные виды техники ткачества: браная, переборная, выборная, многоремизная, закладная, которые широко использовались в изготовлении одежды, скатертей, различных накидок и подстилок. Особого мастерства южные удмурты достигли в изготовлении ковров. Ими украшали избы и клети, служили ковры и постельными покрывалами. Ковер занимал центральное место в приданом невесты. Его особенно придирчиво разглядывали гости и родственники, собравшиеся на свадьбу. Древние приемы в технике ткания особенно наглядны в изготовлении различных поясов и тесьмы. Ткали пояса с помощью особых квадратных дощечек с дырочками. Их брали от 6 до 12 штук, в зависимости от того, какой ширины должен был быть пояс. Основу пояса одним концом прикрепляли к стене, а второй конец ткачиха привязывала к своему поясу. Благодаря дощечкам можно было менять отверстия между нитками утка. Получался зев, в который и пропускали уток, прибивая его затем деревянным ножичком. Если изготовление любой одежды было исключительно женской обязанностью, то мужской заботой было обеспечить семью обувью, главным образом лаптями из лыка, кут. Искусством плетения лаптей из липового лыка владел каждый мужчина. И не мудрено. Все время надо было пополнять их запас, ведь лапти снашивались очень быстро, при интенсивной ходьбе всего за 2 недели. На протяжении многих столетий была отработана и техника плетения, и несложный инструмент. Для изготовления пары лаптей брали от 7 до 9 штук лыковых полос длиною примерно в 2,5 метра. Число заготовок лыка варьировалось. Если плели праздничные лапти, то на них брали от 9 до 11 полос. В течение всего зимнего периода мужчины занимались домашними ремеслами. Из дерева, бересты, прутьев и лыка изготовляли всевозможную утварь и орудия труда, которые должны были быть не только практичными, но по народным понятиям и красивыми, ладными.
Основу питания удмуртов составляли зерновые и молочные продукты. Входили в их рацион, конечно, и мясо, и рыба. На рубеже веков хозяйки готовили только традиционную пищу, в том числе пекли разнообразные хлебные изделия, лепешки, пресные ржаные ватрушки с начинкой, пироги, блины и так далее. Муку для теста просеивали через сито, затем очень тонко раскатывали тесто и заполняли начинкой, мятой картошкой, смесью яиц и лука. Начинкой могла быть и другая смесь – лук, сырая картошка и яйца или творог. Ватрушки пекли в печи на поду, свежие они были особенно вкусными. Стол, за который садилась есть вся семья, стоял в красном углу избы, по диагонали от печи. Хозяин обычно сидел на отдельном стуле. Еду подавали в деревянной посуде, в чашках. Ели все деревянными ложками, изготовленными здесь же дома мужчинами семьи. Осенью, обычно после завершения всех полевых работ, в деревнях играли свадьбы. Деревенские улицы заполнялись участниками свадеб, нарядно одетыми, повсюду звучали песни, затевались танцы и игры. Кинопленка запечатлела момент прибытия невесты в дом жениха, где его родня принимает ее хлебом и маслом. Невесту берегут от сглаза, поэтому лицо ее прикрыто, и так вводят на женскую половину дома. Там невесту сажают на скамейку и угощают хлебом и маслом. В доме жениха торжественно открывали сундук с приданым.
который обычно был наполнен всевозможными домоткаными текстильными изделиями. Тут же тканые вещи развешивали по комнате для обозрения гостям, чтобы каждый мог убедиться в мастерстве невесты. Дом, в котором справляли свадьбу, постоянно был полон песен. В них прославляли трудолюбие невесты, воспевали ее богатые приданые. Существенным моментом свадебной церемонии было надевание молодухе женского головного убора – вилькен изян. Убирали голову невесты молодые женщины, они повязывали ей чалму, налобник, еркертет и накидывали поверх большой, вышитой шелковой бахромой, платок – сюлык. После этой церемонии молодуху вели к источнику, где она бросала монеты духу-покровителю местной воды. И далее, на всем протяжении свадьбы, гостей, а среди них и молодуху, по возможности старались почаще облить водой. Свадьба гуляла широко. Управлял всем весельем, давал зачин свадебной мелодии, тыро, особо уважаемый родственник. Свадебный пир продолжался, как правило, 3 дня. Звенели песни, в которых благодарили устроителей свадьбы, родственников молодого мужа, да и всех участников церемонии. Не было обычая во время свадьбы сидеть по скамейкам, наоборот. Все было в движении, танца, царило веселье, задорные шутки. Не было недостатка и в музыке. В каждой деревне находились свои гусляры. И сразу по окончании свадебного пира наступали будни. Дни напряженного крестьянского труда. Документальный этнографический фильм, который вы сейчас посмотрели, является попыткой показать жизнь и трудовую деятельность южных удмуртов на рубеже веков. Конечно, в нем неизбежны пробелы, не все в фильме строго последовательно. Правильнее считать фильм лишь кратким обзором каждодневной деятельности людей, некоторых основных моментов их жизни. Ведь даже в самом протяженном и обстоятельном фильме невозможно отразить все многообразие и сложность народного быта. Тем более, что этнографический фильм снимался сегодня, а речь идет о временах давно минувших.
Удмурты – народ, издревле населяющий бассейны рек Вятки и Камы. Их язык относится к пермской группе финно-угорских языков. Вплоть до начала XX века в их культуре, как в материальной, так и духовной, сохранялось немало древних компонентов, сходных с теми, которые были характерны и для других финно-угорских народов. Народные религиозные представления удмуртов, так же, как и у других народов, сформировались под воздействием многих факторов из убеждения, что человек и природа неразрывно связаны друг с другом, а значит, прибегая к помощи сверхъестественных сил природы и духов, ее населяющих, можно надеяться на их покровительство в повседневной хозяйственной деятельности людей. Удмурты – древний земледельческий народ, поэтому в их культах важное место занимала аграрная обрядность. Культовые церемонии, моления и жертвоприношения были в первую очередь направлены на то, чтобы заручиться поддержкой сил природы и обеспечить надежный урожай на ближайшее время. Эти обряды и ритуалы были сложны, к тому же в каждом регионе существовали свои особенности. Моления, в которых принимали участие члены семьи и рода, совершались в куале, в архаичной срубной постройке, не имеющей ни потолка, ни пола, ни окон, которая была некогда известна и другим финно-угорским народам. Подобная постройка, используемая в качестве летней кухни, была раньше и в Эстонии. В Южной Эстонии, между прочим, ее называли тем же словом – куа. Семейную куалу удмурты строили во дворе. Такую же постройку, но для культовых церемоний всего рода, ставили в стороне от деревни. Дверь в куалу открывалась со стороны фронтона. Внутри нее по стенам были развешаны полотенца для церемонии жертвоприношений, а слева на стене противоположной двери была устроена священная полка, мудор. Здесь стоял короб, обиталище духа-покровителя рода, Воршуда. Сюда же помещали во время молений и жертвы этому божеству. Посуду из дерева, которой пользовались во время ритуала, хранили в специальных лукошках, вплетенных из лыка. Куа или куалу, где происходили общие моления всего рода, строили в лесу. В Петров день собирались на моление, чтобы принести дары своим покровителям, заручиться их поддержкой и милостями. Для выполнения обрядов жертвоприношения собирались, как правило, члены одного рода. Особый прорицатель, туно, или совет старейшин выбирал жреца, вещащ, и двух подручных, которые помогали вести моления. Куа была срубная постройка с тесовой крышей, без трубы. На земляном полу находился открытый очаг, над которым висел большой котел. Вдоль стен стояли деревянные лавки, дзюс. Во время подготовки и проведения церемонии в куале существенную роль играли женщины. Они помогали жрецу в проведении всего ритуала, мыли посуду и варили пищу.
Родовая община жертвовала своим духом-покровителям лошадей, быков, телят, но в первую очередь уток, излюбленный вид птиц у финно-угорских народов. Предпочтительной была белая утка. Животных и птицу, предназначенные для жертвоприношения, покупали в складчину. Вещась, жрец, после того, как птица была принесена в жертву, произносил молитвы, стоя в левом углу, где помещался стол, джак. Здесь-то и находилась полка, мудор, с варшудным коробом. Далее приносили жертвы божествам земли. Жертвенные животные или птица предназначались божествам или покровителям. Из их же мяса варили ритуальную еду, кашу, которую ели затем сообща. А покровители божества получали кровь животного, часть пищи и кости. Во всех языческих молениях удмуртов большое место занимает почитание огня. По представлениям удмуртов, вместе с огнем и дымом дух жертвы поднимался на небеса, где якобы жило главное божество Инмар. После освящения жертвенных уток варили на костре внутри куалы или вне ее. Вареную белую утку и кашу делили между собравшимися. Дела хватало всем. Часть мужчин и женщин поддерживали огонь в костре, другие варили еду, третьи стирали полотенца, провисевшие в куале целый год. Члены рода, участвовавшие в церемонии, обязательно приносили с собой хлеб и кумышку. Это были необходимые сопутствующие компоненты церемонии. Нельзя было приниматься за хлеб и кумышку, прежде чем их не освятил жрец, вещась. Также освящал он и сваренную пищу перед тем, как ее начинали есть. Кроме того, вещась собирал со всех присутствующих на церемонии деньги, люгесь, которые затем шли на ремонт куалы и на покупку жертвенного животного на будущее моление. В куале сородичей ритуал жертвоприношения был предельно прост. Вещащ начинал церемонию молитвой, обращенной к верховному богу Инмару, творцу земли Кылдышину, покровителю рода и семьи Варшуду. Затем следовало жертвоприношение, а после того, как было готово кушанье, участники принимались за еду и питье. Составной частью аграрной обрядности южных удмуртов было также моление в священной роще, луд. Роща располагалась обычно вдалеке от деревни, на возвышенности, покрытой лесом. Священные рощи были некогда у всех финно-угорских народов. У южных удмуртов, очевидно под влиянием булгар, появилось почитание божества Керемет, который, по их представлениям, живет в луде. Церемония жертвоприношения в роще значительно отличалась от совершаемой в куале. Обряд проводился 1-2 раза в году, и в нем принимали участие лишь мужчины. В Петров день в священную рощу отправлялись жрец Лут-Утищ с провожатыми, членами единой родовой группы. С собой вели предназначенных для жертвоприношения животных. Для божества Керемет жертвовали жеребят, баранов, овец,
но не птицу. На молении в Луде никогда не использовались алкогольные напитки. Начиналось все с молитвы. Жрец и его помощники, стоя на коленях, кланялись 3 раза и просили у божества обильного урожая, чтобы всегда на столах было достаточно хлеба и напитков, и чтобы все начинания хорошо оканчивались. Само жертвоприношение доверялось совершать только избранным жрецам. Посторонним же находиться поблизости от священного костра запрещалось. Женщины должны были находиться не ближе, чем за 200 метров. Священным местом считалась площадка вокруг костра с особо почитаемыми деревьями. Кровь жертвенного животного приносили покровителям земли и огня. Мясо жертвенного животного варили всю ночь. Утро начиналось с молитвы, которую с поклонами обращали к солнцу. Тем временем на церемонию жертвоприношения постепенно собирались деревенские жители, которым также раздавали мясо жертвенного животного и кашу. Теперь все молились вместе со жрецом. Прежде чем разойтись, все присутствующие, стоя на коленях, совершали последнюю молитву. Расходились из рощи одновременно. К началу нашего века удмурты постепенно начали отходить от своих традиционных верований. На этих кадрах мы можем видеть заброшенную священную рощу Луд. Хотя в ней моления не проводятся, но в какой-то степени сохраняются страх и почитание своих предков, которые не позволяют людям срубить в Луде деревья, убрать изгородь, лавки для сидения. В начале века среди разнообразных верований и обрядностей южных удмуртов важное место занимал культ предков. Считалось обязательным, например, справлять поминки через 3 года после смерти родителей, устраивать церемонию жертвоприношения Ерпыт-Щетон. При этом дочь для матери жертвовала корову, а сын для отца – лошадь, коня. Церемония жертвоприношения представляла собой развернутые театрализованные действия, игравшиеся как свадьба наоборот. Умерших призывали к участию в обряде жертвоприношения, их и угощали как живых, с ними обращались наравне с присутствующими родственниками и гостями. В нашем фильме удалось заснять лишь небольшую часть той богатой разнообразной обрядности южных удмуртов,
которая сохранилась до начала нашего века. Но даже из того немногого и фрагментарного, что запечатлено на кинопленке, можно убедиться, как сложны были религиозные воззрения удмуртов, в какую глубокую древность уходят корни этих представлений, по всей вероятности, в эпоху общности финно-угорских народов вообще. Удмуртия расположена на востоке восточноевропейской равнины. Северная ее часть относится к подзоне Южной тайги. Преобладают хвойные леса. Территория ее изрезана многочисленными реками. По ее территории несет воды река Чепца со своими притоками, впадая в Вятку. Красиво сочетаются живописные равнины и возвышенности. Исторически удмурты оказались разделенными на северных и южных. Их развитие протекало в отрыве друг от друга в неодинаковых условиях, что и определило некоторое своеобразие их этнографических характеристик. И в языке лингвисты выделяют северные и южные диалекты, но в целом разница между ними невелика. Климат умеренно континентальный, с продолжительной холодной зимой, обильным снегом и теплым летом. Хорошо выражены переходные времена года. Удмуртские деревни обычно расположены по берегам рек и родников, имея, как правило, уличную планировку. До середины XIX века преобладал кучевой, беспорядочный тип планировки поселений. Издавна удмурты огораживали свои поля и деревни изгородью, чтобы скот не попадал на поля и огороды, и строго следили за ее сохранностью. Обычно на изгородь шла не деловая древесина. Использовали сухостой, ветви хвойных и лиственных деревьев. Изгороди были разных типов. Из деревянных ограждений наиболее распространенными были ограды с горизонтально и косо уложенными жердями, попарно стоящими кольями, скрепленными между собой при помощи закруток из лозы. При уличной планировке деревень появились большие ворота. По 3 массивных, вкопанных в землю столба скреплялись вверху отесанным бревном. Широкая двускатная крыша-лепет защищала сверху всю конструкцию от осадков. Столбы украшались резьбой. Для удмуртских жилищ было характерно сочетание в виде комплекса: изба плюс клеть, карка плюс кинос. Жилища ставили обычно около ворот, напротив располагались амбары, в глубине двора строили хлевы. Наиболее распространенным у северных удмуртов являлся двухэтажный или однокамерный кинос. Интересен и самобытен кинос с широкой галереей, где под галереей расположена открытая лестница, ведущая наверх. Более полугода, с апреля по ноябрь, семья ночевала в киносе. Внутри киноса для каждой семейной пары устраивались особые уголки, отгороженные друг от друга полотняными навесами. Свой угол имели и девушки. Столбы галереи обычно искусно обрабатывались топором, украшалась и галерея. Типы ее ограждений очень разнообразны. Простейший состоит из нескольких параллельных жердей. Часто делалась диагональная решетка, образующая изящный ромбовидный узор.
баню, мунчо, строили подальше от придворных построек, около реки или далеко в огороде. Бани были небольшого размера, 4 на 3 метра сруб, часто с дощатым предбанником. Внутри бани, слева от двери, располагалась печь-каменка, мунчо-гур. При топке бани дым выходил прямо в помещение. Заготовкой бревен для строительства обычно занимались зимой. Вывозили бревна на специальных волокушах, суэри. На месте бревна ошкуривали и оставляли до весны. Весной начинали работы по строительству. До наших дней сохранились традиционные приемы строительства домов, когда при рубке сруба работали только знающие плотницкое дело мастера, которые начинали рубить с угла, традиционным для удмуртов способом в чашку. Для этого отмечали чертой линию паза и следили, чтобы бревно хорошо садилось и в углу, и на паз. Издавна удмурты ставили свои дома прямо на землю, лишь под углы клали толстые чурки, стулья. Высота сруба колеблется от 16 до 18 венцов. Пол делали обычно на 4-5 венце. Пол в избе настилали одинарный. Чтобы в зимнее время легко можно было попасть в подполье, расположенное под избой, где хранился картофель и другие продукты. Боковые доски наличников покрывались несложными геометрическими узорами. Иногда покрывались резными накладными розетками и наличники арочного навершия. Удмуртская изба – двухкамерная постройка, состоящая из собственной избы корка и холодных синей коркась. Слева от входа угол Östor-Serek. Обычно располагалась деревянная кровать, по диагонали от печи красный угол Töro-Serek. Здесь же в углу устраивалась полка для иконы Мудор-Жажи. На реках строили водяные мельницы. Мельницы с запрудой и поливным колесом начали строить с XVIII века. На больших мельницах обычно устанавливались два жорнова, один для помола муки, а другой жорнов – крупорушка. В 30-е годы большая часть мельниц утратила свое значение в связи с коллективизацией села. Рыболовством занимались весной и в первой половине лета. В реках было много рыбы. Рыболовные снасти удмурты изготовляли сами. Рыбу ловили бреднями, калтон, сетями, сеть, саками, сак. Весенний паводок для ловли рыбы ставили и винтерь, своеобразный, связанный крючком мешок, натянутый на обруч с крыльями. Его длина обычно достигала 3 или 5 метров.
Морды плелись из ивовых прутьев. Морды ставят весной против течения, а также зимой в лунки. Рыбу также ловили саками, известными у многих финно-угорских народов. В лесах Удмуртии водилось большое количество зверей и птиц. На тетеревов, тур, готовили специальные ловушки – тур-мурдо. Их ставили на опушке леса, для этого жерди с острым концом втыкались в землю по кругу. Затем их перевивали мочалом или веревкой в 2 или 3 местах. Получался своеобразный конус с широким диаметром основания, после чего к 2 противоположным жердям привязываются петли, через которые продевается планка с поперечиной. На нее устанавливается сноп с зернами. Птица летит на приманку, садится, планка переворачивается, и птица падает вниз. Обратно вылететь она не может. В лесах было много зверей. Среди них лоси, рыси, бобры, куницы, выдры, норки, лисицы, медведи, белки, зайцы и другие. Промысловое значение в 20 веке имела охота на белку. Каждый охотник опоясывался широким кожаным поясом, к которому привешивался нож, топор, кожаная сумка, конвертик или пестель. На поясе находился также охотничий набор – пороховница и дробница. Капканы ставили на куницу и на белок. Приманкой обычно служили грибы.
Ставили капканы на лис, их ставили на заячий след. Здесь требовалась особая осторожность, так как лиса хорошо чует запах. Длинной лопатой рыли яму в снегу, в нее ставили капканы и около капкана разравнивали снег. На рябчиков ставили селки и петли из конского волоса. А в качестве приманки использовались рябина, калина и другие ягоды. На зайцев ставились петли. На волков ставились капканы и сооружались специальные ловушки, западни. Из жердей высотой около 3 метров строили спиралевидную ловушку, в центре которой клали приманку. Волк, входя в ловушку, сам открывал дверцу ловушки, после чего за ним дверца захлопывалась, и волку не оставалось обратного выхода. Сенокос начинается с Петрова дня и идет до Ильина дня, 1 августа по новому стилю. На сенокос выходили как на праздник в праздничной одежде. Особо выделяется молодая женщина, первый раз вышедшая на сенокос с семьей мужа. Она нарядно одета, к ручке ее косы привязаны кусочки ткани и ленточки с пожеланиями удачного сенокоса, чтобы не уставала и не болела спина. На сенокос и уборку сена женщины одевали белую нарядную одежду. Костюм состоял из туникообразной рубахи, дерем, сшитой из белой домотканины с красно-белыми яркими рукавами, и распашного кафтана, шорт-дерем, без рукавов. На сенокосе самыми первыми начинают косить наиболее опытные и те, у кого, как считают, добрая и легкая рука. После косарей остаются ровные волки сена, турым-сю, а затем их разбрасывают, чтобы сено не сгнило и быстрее сушилось. Если у женщин затупилась коса, один из мужчин здесь же на лугу отбивает, затем точит косу, тышка, шере. На сенокос все приносят с собой еду: хлеб, нянь, масло, вой, молоко, йол, яйца, куренгус, квас, сюкась, огурцы, огреч. Во время обеденного перерыва молодые женщины решают искупать невестку, кен пылатон. Выкупав невестку, ее окончательно принимают в свой род, семью. Вилькенес пылатоно асме пала карано. Старшая из женщин незаметно подходит к невестке, выливает воду из туиска за шиворот. Затем сбрызгивает воду на лицо, спину. Невестка убегает, но тут все гурьбой ведут ее к реке. Если речка не глубокая, толкают в воду. Женщина,
которая начала обряд купания, после этой церемонии считается крестной матерью невесты – Кирос Мумы. Через 2-3 дня, если просохло сено, выходят на уборку. Убирают сено с помощью грабель, мажес и вилка. При перевозке копен используют коня. На коня надевают хомут без шлии. Обыкновенно сток мечет мужчина или одна из опытных женщин. Сток идет от 15 до 20 копен. При стоговании сводят вершину стога ближе к вершине жерди. С боков стога женщины граблями убирают плохо уложенное сено, подбирают сено около стога. Когда верхушка сведена, к жерди пристегиваются с обеих сторон большие ветки, чтобы не разметалось сено.
Для изготовления изделий из липовой коры луба, лыка, мочала вначале заготовляли материал. Липовую кору заготавливали весной. Толстую кору с больших лип обдирали специальными палками с заостренным концом. После обдира кору мочили в воде, в водоемах. Поверх воды устраивали специальный пресс из бревен. Через 2-3 недели кора вытаскивалась из водоема, обдиралась мочало и его развешивали сушить. Придение мочала происходит на специальной вертушке. Сначала плетут из 2 мочалок, а затем к сплетенной уже веревке из 2 мочалок нитями приплетают 3, чтобы веревка была крепче. Для получения более толстых веревок горсть мочала брали больше. Веревку плетут на специальной самодельной машине. До 30-х годов такие машины делали сами крестьяне, и они сплошь были деревянными. Позднее стали появляться машины с железными частями. Наиболее крепкими получались веревки из конопли. На санях и телегах при перевозке грузов использовали короба. Их плели сами из черемуховых и ивовых прутьев. Делали следующим образом. По размеру короба забивали колья высотой до 70-80 сантиметров. Затем их соединяли перекладинами. А потом укладывали основные стержни короба, и продольные, и поперечные. В коробах вывозили навоз на поля и огороды, возили свежее сено скоту и так далее. Полозья для саней и дуги распаривали в специальной яме, примерно в 1 метр глубиной, над которой сверху разводился костер, песок нагревался и полозья разогревались. Полозья для саней делали из березы, осины или вяза. Сырье заготовляли в мае-июне. Полозья распаривали в земляной бане. Баня представляла собой яму глубиной до 1 метра и длиной до 5 метров. В нее складывали заготовленные бревна и засыпали слоем песка. Сверху разжигали костер, от тепла песок разогревался и полозья разопревали. Таким образом парили 7-9 дней, поддерживая слабый огонь. Полозья загибали на специальном горизонтальном станке. Додык сгол куачан станок. По такому же принципу загибали дуги, бурко, полозья для детских санок и так далее.
Сани удмурты делали сами, а телеги только двухколесные. Заготовки для саней, полозья, оглобли, вязки, зубья, ножки для саней делались летом, а сани делались зимой. Раньше в зажиточных хозяйствах бывало до 5-6 саней. Удмурты в большом количестве разводили овец, иш, которых стригли 2 раза в год, весной и осенью. Овец обычно женщина стригла одна. Овец перед стрижкой мыли. Стрижка производилась 3 раза в год. Первый раз весной в апреле, второй раз летом в июне, третий осенью в сентябре-октябре. Весенняя шерсть в основном шла на изготовление варежек и носков. Из осенней катали валенки, а также вязали носки и варежки. Шерсть в основном использовалась в своем хозяйстве. Изредка ее продавали. Шерсть хранили в специальных корзинах округлой формы, в кеносе. Шерсть обрабатывали на шерстобитках. На решетку укладывают шерсть, чтобы при работе она не наматывалась на струну, ее обильно посыпают мукой и начинают бить билом по струне. При этом струна, касаясь шерсти, взрыхляет ее, делает ее пушистой. Шерсть расстилается на столе для катания валенок. Для ребенка идет 400 грамм шерсти. Разосланная в 3 ряда шерсть спрыскивается небольшим количеством теплой воды, чтобы она лучше склеивалась. Берется деревянная палка, и на нее накручивается шерсть вместе со скатертью. Получается рулон, который катают на столе. Раскрывают его, снова расстилая шерсть, поправляют руками. Делается форма валенок, заворачивается в скатерть и оставляется на некоторое время, чтобы шерсть склеивалась.
Потом валенки оставляют сушить. Сушат в теплой печи или на горячей. Обычно за ночь валенки высушиваются. Система отношений взаимной помощи в удмуртской общине называлась ВМ. Обработка льна и конопли и выработка из нее тканей представляет один из самых распространенных промыслов среди удмуртов. Так что каждая женщина придет, ткет, вяжет, вышивает, выбирает ковры и полотенца, ткет, вяжет или плетет различные пояски и тесьму. ВМ обычно начиналось с приглашения. Приглашали родственников, соседей. Приглашали обычно девушек, молодых женщин и особенно девушек, готовящихся к замужеству. Особая форма ВМ, где подруги, родственницы помогали девушке шить приданое перед свадьбой, называлась ин-вурон. Полог обычно шили, если было тепло, в амбаре. Для шитья полога брали отбеленный тонкий холст шириной от 36 до 40 сантиметров. На полог требовалось полотна до 27-30 метров. Ни пожилые мужчины, ни молодые парни не допускались в компанию женщин во время шитья полога. И женщины одни весь день угощаются и поют различные песни. Приготовленный полог развешивается среди двора. Приходят старшие в дом и начинается ужин взрослых. Были и мастерицы-женщины, которые плели различные мелкие изделия из соломы. Шкатулки, где хранились пуговицы, нитки и тому подобное. Для этого брали длинные полные стебли ржи, ножницами разрезали солому вдоль. Солому готовили ранним летом, зеленые стебли шли на это, а в августе уже золотистого цвета. Ровные гладкие стебли заливали горячей водой и выдерживали минут 5.
Для бокового орнамента берут более узкие, близкие к колосу стебли и не разглаживают их. Традиционным кушаньем удмуртов являются супы и каши. Для приема гостей готовили и разнообразные хлебные изделия. Пресные ватрушки, перепечь с различной начинкой – мясной, грибной, капустной. Ранней весной собирали крапиву, пестики полевого хвоща и также готовили из них начинку для перепечи. Пресное тесто готовили так же, как и для пельменей. Одновременно с приготовлением теста готовится и начинка. Рубят в корыте пестики, затем перемешивают их с яйцом, кладут соль, вот и начинка готова. Тесто раскатывали толщиной до 0,5 в круглые лепешки. Затем загибали края, чтобы не вываливалась начинка. Пекут перепечи на поду перед огнем.
Среди удмуртов самым лучшим напитком считалось пиво. Осенью, после окончания полевых работ, начинается гуляние молодежи. Изготовлением пива обычно занимались женщины. Пиво готовится следующим образом. Сусло с налитой в бочке водой кипятят. Для чего берут корчагу, где сбоку просверлено отверстие, закрытое пробкой. Вершка на 2 выше дна кладут лучину, чтобы не подгорало, затем солому. На дно корчаги складывают крестообразно щепки, поверх щепок кладут солому, поверх соломы слоями кладут пшеничную мекину, солод. Корчага стоит в печи целые сутки. Корчагу ставят на специальную скамейку с уклоном. Открывают в основании корчаги отверстие и спускают в сосуд сусло. После того, как сусло спустили, отверстие вновь затыкается пробкой. В корчагу заливают кипяченую воду и дают постоять. После небольшой отстойки снова открывают отверстие и спускают жидкость уже для пива. Пиво ставят кваситься в бочках. Пиво сливают в катку, прибавляют хмель и ставят бродить. После того, как пиво поспевает, ждут гостей, стол накрыт. Гости приходят, здороваются со всеми за руку, садятся за стол и начинают угощаться. Молодежные праздники бытовали почти во всех районах Северной Удмуртии. Обычно праздник начинается по окончании полевых работ осенью и служит как бы сигналом к началу посиделок. Посиделки начинаются с этого праздника и продолжаются до крещения. Девушки и молодые женщины заблаговременно готовятся к празднику. Стряпают перепечи, табани, ставят специальный квас. Бокал, правда, могут осушить только парни. Девушки не пьют. Все дружно благодарят хозяев, и начинается дружный перепляс. На этом празднике молодые парни часто высматривали себе будущую жену. Молодежь соседних деревень знакомилась друг с другом.
подобные праздники бытовали еще в 50-е годы. В настоящее время они практически исчезли. Мы заканчиваем наш рассказ о жизни и быте северных удмуртов в прошлом. Настоящий фильм представляет только малую часть быта северных удмуртов, их жилищ и построек, занятий, таких как рыболовство, охота, заготовка сена, ручное ремесло и приготовление пищи. Знание и понимание прошлого во имя будущего необходимо каждому из нас.